Можете поглядеть, Могилев там есть. Есть. Да, дякую, Наталья. Вот. И у нас есть школа, летняя школа Петровица. Мы ее называем молодежной, но до нас можно приехать на вот пенсионном возрасте. Никого не выгоняем. Вот. Да. І сьогодні ми побудуємо так, поспробуємо основи танцю традиційного, ну а потім попробуємо потанцевать то, что я пам'ятаю з могилевских танцев, и то, что есть такие, как правильно сказать, десятка белорусских танцев, Любанская десятка. Это 10 танцев народных, які ми просто вилажували в интернет, показуємо на всіх майстер-классах, потому что кожний район якби шкодує свого. Все хотели танцевать 10 годов, 15 назад. А что танцевать, коли нема танцев? Тягали танцы с Литвы, с Польши. Ну, мы вырашили свои подаровать, и сегодня нашу субботу танцуют у Латвии. И я боюсь, что она не знает, что она белорусская, а еще это больше того, что она с Любанщины. Ну, не страшно, зато это есть. Вот, поэтому вельми рады, что вы пришли. Я тут бачу людей, которые могут знать больше, чем я. Про народный танец, потому что, особливо, коли звездки приехали, такие на опыт. Вот, і сьогодні з нами два народних музики, на яких Любанщині пощастило. З Могилевщини Василь Семашкевич, Ялинівський район. І з Гомельщини Миколай Юницький. Ленинский район. А зустрілися у Любані. І почнем, я завжди, вот теперь уже говорю так докладно, ну, у нас танцевать вот этот термин. Гэта докладно ўзнік тады, калі стала ўзнікаць афіцыйная беларуская пісьмовая мова. До гэтага тое слово, што мы цяпер кажам танчыць, называлася гуляць. Наши танцы не танцевали, их гуляли. И у нас были погулинки, вечорки, вечеринки. Танцев не было. Это понятие танчить, это польское понятие, оно до нас трапило, недзе оно там было. И поэтому теперь, глядите я, коли танцевать, треба добро так поднимать ноги, скакать. А гулять, як, знаете, спокойно, свободно, ноги не задираются, мы никуда не спешаемся. Мы пришли погулять. Ну еще чему? Потому что частей за все, то, что мы показываем, это вязковая культура. И у человека могло быть там один выходный, або на Великдень 3 выходных. И все, остатній час треба було працювати. Правда ж? І коли я сьогодні утомлюся на этой вечеринці, як же завтра я мене у поле пустить. А коли я, наприклад, не буду там добре працювати, мене батько більше на вечірки не пустить. Тому що, да, треба работать, а все остальне після. Поэтому і економили сили. Може ще й по этому. Вот, зараз поспробуємо ось. Я називаю це тройний приток, називають це ще трьохкрок. На гэтым кроку будується майже вся традиційна танцювальна культура Білорусі. І не тільки Білорусі, до речі. Усе вельми просто. Правий, лівий, правий. Да? Поглядіть на те саме, да? Раз, два, і раз, два, три. Ага. Стоп. Теперь глядите, мы идем правой, левой, правой, теперь левой, правой, левой. Да? Ну як по вулиці ходить. Не повинно бути складано. І ще. Ножка поднимается не вот так. Это уже со сцены, это уже придумали. Я не знаю, правда, где. Тут все время просто наверх. И все наверх. Ага, пробуем еще раз. 3-4 и. Раз. Давайте шире круг зробим, как там людям было место. А не можно этот ковер трошечки подкатать? Стоп. А вот теперь есть маленькая хитрость. Наши не просто гуляли. Во всем повинна была быть сила и моц. Поэтому зараз попробуем вот что. Чем мощнее вы стукнете в землю, тем лепей. Только ставите ножку не с носка на пятку, а одразу все с такой, утюгом таким. Вот то, за что бьют у официальных хореографичных ансамблей, заставляют вытягивать ножку. Не треба. Як ёсть, якая народилася нога, такая и пригодилася. Давайте, чем мощнее, тем лепей. 3-4 и. И вот теперь самая головная хитрость и тяжкость. Треба ногу опускать так моцно, як ви зараз спробували бить, а в самый поздний момент не стукнуть. Вот и на маленькая хитрость. Не ляскали, сила в ногах есть, але нема вот этого губа. Разумеете? Потому что вот просто так это уже не танец. А вот повинно быть... Некий гук все равно будет, бо мы ж маем вес, мы ж тут не... Спробуем еще раз все разом. 3-4. О, уже и медведя украли. Приберите, то еще столик, будем на угол добра.
И. Раз, два, три. Вы содержите сами закладываете. И окошнее хитрое, сегодня будет какие-то, поглядите, вот с этим рухом. Мы будем это робить на прямых ногах, буде вот это вот маятник. А треба трошечки присесть, крышечку согнуть ноги. А кому-то их изгинать не треба, они просто от природы такие, нормальные. Это амортизатор природы. Нет, это не изъян, это природный амортизатор. А амортизатор просто спина, помните, как там будуется в биологии? И на гэта, коли на прямых ногах у нас бы к 10 годам еще позвонки позломали. И в танцах так само треба трошечки это, как был такие запас. На угол танцевали так, как плечи не трослись. Только ножки танцуют, только ножки. Ага. Можно? Включить прилавку на руку. А теперь ложим на музыку. Чому? Ви ж сучасну музику всі ж чули, хоч раз. Там нема вот этого ритма. Там він просто ляп, 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 ляп. Поэтому дети його не чують, і їм вельми тяжко перейти на вот этот ритм. Коли вони ходять у музичну школу, де-небудь ще чують хоч якусь народну музику, тоді хоч нечто є. Это... І вони не виноваты, такое життя тепер. Поэтому их треба водить, чтобы они отчували, чтобы они это самое бачили. И многих детей я просто, вот, что называется, по плечу стукаю. Ну не чуют, не доходит про уши, доходит про некие там, за руку тримаешь. Теперь, коли ласка, дробную польку. Вот я теперь скажу так. Мы все вот это робим и звичайную польку танцуем. Но основа нашей традиционной культуры, самый глубинный пласт, это все-таки там, где дробная полька. И она, напевно, хоча за все ранее называлась крутуха, а может было еще некое название, але не полька. Просто вот эта назва наложилась на нашу традицію, вельми так класно. І зараз я покажу її, і вона будується іначе. І для того, щоб її танцювати, той, хто не вміє, або хто так сказати, треба просто много-много практикуватися. Це, знаєте, як вам сказати, все одно як фізик, який все життя займався фізикою, а його взяли і сказали, тепер ти будеш, я не знаю, ліриком. Лириком, да. Ну хотя нет, не лириком. Вот его взяли и сказали, все, ты будешь выкладывать танцы. И для того, чтобы ему выкладывать, треба, как срок прошел, как он переступил. И зараз вот мне поставить физику выкладывать. Ну, полгода так точно треба хотя бы что-нибудь начитать. Вот это просто из разных областей, поэтому тяжко. Не тому, что там, видите, некоторые думают, может мы там с каким изъяном где-нибудь. Нет. Это просто из разных областей. Это все равно, что вот был, скажем, наши там прапрадеды, а мы застали то, что с нами разом. То, что я вам показываю, это танцевала моя бабуля, моя прабабуля. Якби, ну, кого я поспел застать. Відео, на Беларуси видео танцев вельми мало, особливо давних. Вот до 20-х годов, может быть, 2-3 пленки и все без гуку. То есть можно бачить, что робится, ну, хотя и на всем свете. Когда раз подробную польку, я покажу ее, а потом мы с вами поучимся. Ногами, а все крутится плячима. Фактично мы танцуем на месте. Вот это. И другие типы, это под такий подъезд. Вот это. Який-то район Петриковский. Вот это другие типы. Но ни в яким разе мы не ходим вправо-влево, ну, звичайную польку, видите, что я танцую. Это раз. Вот она звичайная. Та самая чешская полька, которая пришла до Беларуси не только. Вот она. Уже, видать, разница, да? Коли тут мы крутимся, и чему она называется половину? Потому что половину крока, и делают половину я, половину партнерши. И мы целый круг замыкаем. А тут все робится разом. И
коли плечима я не керую, то девчина на окне на месте стоит. Как растлумачить, пришлось в физику залезть. Тут крутить пару центробежная сила. Вот помните эту хуйню? Вот мы, когда добро раскрутимся, придет такой момент, не надо, Саша. А давайте. Приходит такой момент, когда можно уже и ногами не перебирать, оно просто само себе крутит. Та же самая история в кольце. Вот мы крутим в один бок, эта сила есть. Когда она возникает, я раскручиваю себе в другую сторону. І от это, люблю эту фразу, один момент у житті сучасних мужчин, коли мужчина керує. Не женщина, як везде, а такие тут. Давайте попробуем теперь дробной полькой разобраться. Есть один момент у нее вот такие. Раз, два, три. Той же самый тройный приток, а ленты и раз, два, левый. Ножки на подлозе. Одна секунда. Можно як бы так практиковаться. И мы зараз вельми моцно так бьем. Причем. Еще раз. Можно... Стали танцить, а должны гулять. Прости. Не столько прыгаем, сколько ходим. Завтра жито, мать, жать, погонить, я не знаю, что там теперь молотить заставить. Поэтому треба так легенько. Я ж повинна не утомиться. Ага. И один момент. Вы повинны разуметь, что этих дробных полек на Беларуси было столько, сколько вёсок, а то и более. И я вам показываю один из вариантов. И когда будете бачить трошки другие, это не помылки, это еще один вариант. Ну, мы такая краина богатая на фольклор, что просто шмат, чего не подобное. Ну, як костюм. Неколи можно было того, кто из Могилева, легко познать, что он из Могилева. А какую-нибудь женщину с соседней вёски из-под Могилева одразу тоже познает, что она тут. Ну, теперь иначе живем. Ну, так и с танцем. И отрымовывается, что мы одразу идем сверху вниз. Раз. Не наверх, а як би ножка куда стремиться. Фактично, коли починати танець, то треба вот отсюда починати, но мы так не починаем. Вот так, ну, раз, ага. Я еще раз, пожалуйста, старайтесь не прыгать, ходить. Починаем вправо. Попробуем. Кроки маленькие. Я не знаю чему, но случай за все тому, что хаты были малые, у нас не шагали вот так. А еще есть такой момент для девчат особливый. Когда у час танцев спадница заворочивается наверх вот этой подольницей, то девчина лечится. Ну теперь было бы, наверное, стыднее только голым на улицу выйти. Як у той час. Поэтому станцевали так, чтобы это не открывало то, что там внутри. Вот. Еще раз спробуем вправо-влево, да? И раз, и два, раз. Подъехать, подсунуться. Ага.
Я вам зараз показав два типи польки дробной. И то, и другое дробная полька, да? Первый тип вот гэты, который мы делаем раз, да? И другие, и он лучше гомельский, у нас так и лечится, с таким отходом, вот, раз. У нас называется полька колхозная. Это вот эта рука, которую мы с вами учили. Нет, ага, и вот первый крок, и он такой акцент повинен быть, але не ляснуть. Вот это моцно. Я сюда хочу, як ви так. Ага. Ну, спробуем первую и другую. Давайте, Василий Маклёв. Надо смотреть. Раз, раз. Попробуем разбиться на пары. Можете себе какая-то пара, если не помните, я дам. Беремся у пары и становимся один перед другим вот так. Поскольку мужчин теперь уже те меньше, и которые девчата заменяют мужчин. Так, вот тут. Добре. Так хорошо розмовляєте, я прошу помовчати. Зараз спробуємо дробну польку на місці. Ви повинні один за другого триматися і старатися крутитися вокруг одної кропки. Нікуди не йти. Просто вот поміж вами такая повинна бути як це називається? Штир, оглобля. Вот вокруг этой оглобли як ви двоих и крутите, да? Помните, что дробное это вот это. Пробуем. Никто никуда не крутится, просто на месте. Вот эта полька перемагает зараз. Не треба туди-сюди ходить. Мы танцуем на месте. Мы танцуем вот так, на месте. И крутимся руками. Вот, Наташа, отчуваешь первое. Вот тут поворот, вот он. Не там. А вот тут фактично поворот відбувається, коли ми в повітрі. Не на землі, як звичайно в вальсі, да? Що на землі? А вот тут. И поэтому нельзя польку дробную почать одразу другу. 2, а то и 3 рази на місяць танцуйте, тільки потім починають крутити. Зараз спробуємо просто на місці, нікуди не йдучи, добре?
Ще один момент. Я хочу вас записати. Фактично ми можемо всі члени один танцювати тільки цю польку, ще й обходь, да? Я покажу вам на керунки, куди треба йти, або куди можна йти. Тому що наука ще у нас білоруська і не тільки, про це нічого не говорить. Вот. А просто мы все-таки потанцуем более, да? Теперь поглядите еще один момент. Партнер держит хорошо партнершу, а она вот зараз пускай поглядите, да? А должно быть уцепиться у партнера, и когда ее, не дай бог, пустил руки, то она просто упасть повинна. Вот для дробной польки это вельми важно. Потому что, например, видите, вот, самостойная женщина танцует, ее водить, это тягать треба, носить. А когда она стесняется с тобой, все, один организм. И уже куда ты крутишь, вот, и, для меня важно локоть. Вот я кажу, у меня два рули, вот один в этой руце. Мы влучаем локти побач, а эта рука уже куда достала. И туды, ну хлопцы что же высокие бывают? Кем-нибудь поставил, то сюда не достать. Вот. Вот это один руль, вот эта рука, особливо локоть, мы тут отшиваем. И вот он другий руль. Я куда хочу, туда вожу. И не треба вообще не говорить куды. Она сама отшивает, просто показываешь, причем это не так явно, да? И чем ближе, чем мощнее вы будете с партнером, тем легче танцевать будет. Вот, уже теперь с вами можно танцевать. Вот. И один маленький момент, чего сторонятся сучасные люди. Мы становимся не колени в колени, а ноги помеж ногами. Это физика. Не физика, анатомия. Тут нема чому слухати, да? І ми спокійно танцюємо так, що... Розуміли, так? Я ще раз дробний, потім дорога трошки далі. Будь ласка. Физику все выучали, да? Чем больше взятый в угол, тем больше объем этого поворота. Треба стоять так, чтобы пуп глядел на пуп. Я говорю про носы часто. Ну, его ж можно и отвернуть. Нет, вот как раз плечи на плечи, плечи параллельно. Ну, простите, чтобы пуп глядел на пуп. Ну вот. Вот так меня буквально разумеете. Ладно, да давайте так говорить, чтобы плечи были идеально параллельны одно другому. Да. Корпус не повинен отворачиваться. Это видать. Зараз спробуем другий тип дробної польки. Вельми хочется, чтобы мы, Беларусь, танцевала свою польку. Потому что, например, польские аберки подобные на нас, але это не дробная полька. Вельми подобные эти польки на части Украины и у Литве. У Литве, ну, той регион, который ближе сюда до нас, Вильнюсский регион, он на угол так само танцует, докладно так, как мы. Я веду, что каля мора у Литве не было этой дробной польки. Но и она зараз там будет. Литовцы умеют все это путенько захопить и сказать, что это наше. Поэтому давайте под крыху отвоевывать. Без войны отвоевывать. Просто танцуем и все, наше и наше. Да. Другий тип, он крышечку легчайший, чем эти перши. Ну, кажуть, складаные лепей попробовать спочатку, чем простое. Вот то, что я вам показывал. Раз, два. И рух у боки минимальный, так само. Вы же памятаете про это. Самый минимальный боки рух. И обовязково отворотный. И вот глядите, чем более мы сцепимся, тем больше
нас захопить, тем нам легче будет танцевать. Просто когда малая скорость, мне не тяжко крутить. Треба тем более, да. Спробуем, да? Можно, Василий? Мы играем матлёт, потому что им легко ложиться на матлёт. Хотя есть музыки и дробных поле, это фильм Мишлан. Можно я бы даже в два там где-нибудь колы стать, чтобы всем место хватало. Оказывается, и кафе мало. Есть, вот на этом тройном притопе будуется большість сучасних і самих близьких до нас традиційних танців і частка тих давніх. Давні будуються на двох елементах. На дробній польці і на тройному притопі. Просто трошечки інакше виконується, так? Вот, на той же самый тройный притоп фактически. С некой там долей добавкой. Давайте так, польку бабочку сыграйте. Кто ведает, можно одразу. Вот глядите, той самый тройный притоп, який виконується вправо, влево, вправо, влево. Вот тут идут споры на фоне этого танца. Сама музыка недавняя, она написана, по-моему, у початку 20-го століття. А вот танец, это наш, просто он наложился с больше старых пластов. Правой. Я просто покажу элементы, как вы больше разумели, да? И еще есть момент такие. Вельми часто, например, у русских танцах и украинских есть вот так на ножках. У нас сама нема. Это такая редкость. У нас нога ставится сбоку. Причем сбоку не туди за вухо, як би заставили хореографи. А вот просто сбоку. Ніде ніякої расті. Ну, уявите себе, мужика повелся, на греблю йде, да? Нет, такая аномалия могла быть, но это только один, там, я не знаю. Все звучат. Ну, вот это вот выворотное, все остальное потребує сцена и другая культура. Я не відмовляю хорошки і інші ансамблі, але треба розуміти, що це інше мистецтво. Это народный балет, и это то, что хореографы придумывают. И они навіть самі себе збітняють. Куча танців придумала Гаявая, и молчить